национальным праздником, Днем работников леса. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Уаставуллах, Олюха Айсватынлехтере, ветеранлара, күнді доғыттыр, бұқа бардығытын өріләк күннен, ойырулехтерін бірағынынан икетегістен екадыр мүмкімді. Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства, дорогие друзья, разрешите поздравить вас всех с профессиональным праздником, Днем работников леса. В этот день мы чествуем всех тех, кто посвятил свой труд защите и охране лесных ресурсов, восстановлению и приумножению лесов. Вы выполняете особую миссию, являетесь хранителями одного из самых ценных ресурсов человечества – зеленых легких нашей планеты. Наверное, не так много на Земле территорий, народов, для которых лес, тайга имели бы такое судьбоносное, жизненное, важное значение, как для нас, якутян. Это идет от глубины веков, от наших предков, ведь именно лес в нашем экстремальном климате во все времена давал людям жилье, пропитание, тепло, безопасность, отдых. Именно поэтому для нас, жителей Якутии, бережное отношение к лесу – это бережное отношение к родному краю, к ее природе, к людям, живущим здесь. Именно поэтому сохранение и приумножение леса – долг каждого из нас. Рядом с нами есть люди, которые посвятили этому делу всю свою жизнь, свою энергию и профессионализм. Лесная отрасль Якутии – это уникальный опыт многих поколений работников леса и, конечно же, богатейшие традиции. Сегодня в лесном хозяйстве республики трудится немногим более 1000 человек. Это, конечно, не так много, как было во времена Советского Союза, но при этом хочу сказать, что это и лесничие, и лесники, мастера леса, работники лесохраны, Якутлесресурса, это сотрудники территориальных подразделений федеральных учреждений, Рослесинформга, Рослесозащиты, Якутского отделения лесохраны федерального. Я искренне благодарю вас всех. Несмотря на любые трудности, вы все с большим оптимизмом работаете во благо сохранения лесных богатств, а значит для благополучия всех жителей нашей бескрайней республики. Я искренне благодарю за ваш труд. Уверен, что в лесном хозяйстве Якутии работают и будут работать профессионалы самой высокой квалификации, настоящие энтузиасты своего дела. По-другому и быть не может, ведь наша республика – это самый лесной регион России с лесным фондом свыше 250 миллионов гектаров. Залогом их сохранения в самых сложных условиях является именно преемственность опыта якутских лесников и лесоводов. В этот праздничный день я хотел бы сказать особые слова признательности ветеранам отрасли, для которых охрана и защита лесов – это не просто работа, а призвание и дело всей их жизни. Дорогие друзья, этим летом наша республика, мы вместе с вами испытали страшные удары огненной стихии и, безусловно, пожароопасный сезон 2021 года проверил всех нас на прочность. На территории Якутии с начала мая по вчерашний день было зарегистрировано 1677 пожаров. Мы выстояли благодаря огромным усилиям лесопожарных формирований, МЧС, военных, местного населения, добровольцев, конечно же, безусловно, работников лесничеств. Все вместе мы трудились, более 25 тысяч человек по Якутии участвовало в битве за тайгу. Благодаря нашим парашютистам, десантникам, летчикам, наблюдателям, работникам службы наземной охраны лесов, диспетчерской службы, государственным лесным инспекторам, каждый день мы получали вести о ликвидации и локализации лесных пожаров в различных районах республики. Общими усилиями, именно с применением сил и средств нашей системы, с участием непосредственно лесопожарных формирований, мы потушили 526 лесных пожаров на общей площади 3 миллиона 119 тысяч гектаров. Это в 21 раз больше, чем за весь прошлый год. Безусловно, ситуация с лесными пожарами требует новых решений,
по всем направлениям охраны лесов. Многие вопросы, которые правительство ставили на федеральном уровне, сегодня получили поддержку на самом высоком уровне. Так, о решении в 2 раза увеличить финансирование лесоохраны в регионах уже объявил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Благодаря решениям правительства России мы продолжаем укрепление материальной и технической базы. Вот сейчас мы видели, что уже начала прибывать техника по линии Росрезерва. Будет в общей сложности доставлено 20 единиц тяжелой техники. По дальневосточной программе развития, благодаря прямому поручению полпреда на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева, будет приобретено еще 23 единицы тяжелой техники. Продолжается ежегодная закупка лесопожарной техники и оборудования в рамках федерального национального проекта сохранения лесов. Как я уже говорил, главная наша цель – это дальнейшее увеличение штатной численности, укрепление оснащенности федеральных и республиканских лесопожарных формирований на территории Якутии. Охрану лесов должны обеспечивать профессиональные специалисты, их численность должна быть увеличена в разы. Мы должны на порядок повысить оперативность реагирования на лесные пожары, а значит, кратно снизить ущербы природе Якутии. Конечно, новые подходы нужны и в организации лесного хозяйства, в решении проблем восстановления лесов, которые, по большому счету, не решались уже десятилетиями. Нужны решения по очистке горелых лесов, по созданию крупных лесопитомников. В этих направлениях важно участие нашей якутской науки, в том числе научно-образовательного центра мирового уровня «Север». Вместе с тем, не менее важно экспертное мнение практиков, лесоводов с большим опытом практической работы. Сейчас в республике ведется работа по установлению границ лесничеств, взят курс на цифровизацию лесного комплекса, все документы в области лесных отношений переводятся в электронный вид. Словом, перед нами стоят конкретные задачи, исполнение которых требует немалых усилий, терпения и компетентности. При этом, конечно же, со стороны властей должна быть обеспечена серьезная поддержка в создании нормальных условий для работы лесничества, в том числе в части административных мер и регламентов контроля. Нельзя увлекаться излишними проверками, особенности в то время, когда все силы брошены на борьбу с лесными пожарами. Здесь всем надо исходить из целесообразности и, по-простому говоря, из здравого смысла. И прежде всего с точки зрения достижения общей задачи сохранения лесов Якутии. Уверен, что сотрудники лесной отрасли справятся с поставленными задачами, опираясь на поддержку органов власти и всего нашего общества. Жители республики показали крепкую сплоченность в борьбе с угрозой лесных пожаров, по-новому оценив значимость лесов нашей природы. В вашем лице, уважаемые коллеги, мы, якутяне, видим защиту и опору, сохранение и приумножение лесного богатства нашей родной республики, всей нашей страны России. Дорогие друзья, выражаю всем работникам, ветеранам отрасли свое глубочайшее уважение и признательность. Пусть плоды вашего труда всегда приносят пользу нашему обществу. Пусть каждое дерево, посаженное нами, пускает глубокие корни и расцветает на радость всем нам и будущим поколениям. Желаю вам всем и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха. С праздником! Начинаем торжественную церемонию вручения наград Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в дело сохранения и приумножения лесных богатств России наградить почетные грамоты Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Голикову Сардану Владимировну, экономиста Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия «Кандаласское лесничество». Наградить почетные грамоты Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Мухина Романа Васильевича, старшего государственного инспектора Департамента лесного надзора и охраны лесов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Наградить почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Собакина Николая Николаевича, заместителя начальника инженера по лесопользованию
государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия «Якут-Лесресурс». Вручить благодарственное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Хохоловой Александре Альбертовне, главному бухгалтеру государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия «Якутская база авиационной охраны лесов». Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов. Указ главы Республики Саха-Якутия. За самоотверженный труд и высокий профессионализм, проявленные при тушении лесных пожаров особой сложности в Республике Саха-Якутия, вклад в социально-экономическое развитие республики, наградить грамотой главы Республики Саха-Якутия Борисова Владимира Владимировича, участкового лесничего государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия «Каткинское лесничество». Наградить грамотой главы Республики Саха-Якутия Захарова Германа Давыдовича, инженера по охране и защите леса Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия «Горное лесничество». Наградить грамотой главы Республики Саха-Якутия Яковлева Аяла Анатольевича, инженера по охране и защите леса Якутского филиала Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия «Якут-Лесресурс». Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Васильева Валентина Валентиновича, участкового лесничего Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия «Горное лесничество». Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Полисова Святослава Васильевича, старшего летчика-наблюдателя Батакайского авиаотделения Якутской базы авиационной охраны. Знаком отличия «Гражданская доблесть» Леонова Владимира Сергеевича, начальника государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия «Якутская база авиационной охраны лесов». Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Филиппова Павла Семеновича, мастера леса Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия «Кангаласское лесничество». Наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Яковлева Василия Ивановича, директора филиала, начальника лесопожарной службы Суркарского филиала Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия «Якут-Лесресурс». Объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Заварщикову Валерию Ивановичу, мастеру леса Покровского участкового лесничества Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия «Кангаласское лесничество». Наградить грамотой правительства Республики Саха-Якутия Сивцеву Марианну Анатольевну, директора филиала, начальника лесопожарной службы Чурачинского филиала Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия «Якут-Лесресурс». Вручить памятный знак Республики Саха-Якутия участник тушения лесных пожаров 2021 года Григорьеву Василию Федосеевичу, инженеру по лесопользованию отдела лесного хозяйства Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия «Якут-Лесресурс».
памятный знак Карташову Евгению Родионовичу, мастеру леса Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия, горное лесничество. Вручить памятный знак Платонову Виссариону Игоревичу, мастеру леса Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия, Намское лесничество. Вручить памятный знак Посельскому Владимиру Гавриловичу, участковому лесничему Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия, Намское лесничество. Вручить памятный знак Филиппову Степану Васильевичу, участковому лесничему Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутское лесничество. Вручить памятный знак Яковлеву Николаю Николаевичу, мастеру леса Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия, горное лесничество. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Дорогие друзья, вас приветствует государственный вокальный ансамбль «Туймада». Слова Михаила Андреева, музыка Игоря Матвиенко. «Березы». От всей души поздравить вас с праздником. Отчего-то красивее розы шумят, отчего белостольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего тропические листья летят, подругаю душу лаская, а на сердце опять горячо, и опять без ответа, а листочек сбился и упал на плечо. Вот как я оторвался от ветра. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стой. Не старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так красивые березы шумят, отчего хорошо, как окошко играет. Пальцы ветром, окошко глаз
Ура! Слово предоставляется министру экологии и природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия Сахамину Милановичу Афанасьеву. Уважаемый Алексей Сергеевич, ветераны, работники лесного хозяйства Республики Саха-Якутия, поздравляю всех с началом профессионального праздника. Оюр кайстолдун үлеттері ветерандар бір оюр күннен лесопожарный сезон бүкітінен итистің нағырдарын терден. Современное лесное хозяйство представлено многими направлениями, которые реализуются в Республике Саха-Якутия. Во-первых, это направление по лесоустройству, инвентаризации и уточнению границ лесничеств Республики Саха-Якутия. Эта работа проводится за счет федерального бюджета уже 4-й год на территории Республики Саха-Якутия. Эту работу у нас координирует и проводит наш старейший работник, ветеран лесного хозяйства, заслуженный лесовод Российской Федерации Амосова Сарглана Поликарповна. Очень серьезная работа по инвентаризации, лесоустройству большинства лесничеств Республики Саха-Якутия. Идет работа по цифровизации лесного хозяйства Республики. Работа проведена огромная. Кроме того, проводится работа по лесоустройству, проводятся работы по уточнению границ лесничеств. Эти работы мы планируем довести до конца в ближайшей перспективе. Работа полностью координируется со стороны Рослесхоза Российской Федерации. Проводится работа по закреплению лесных участков за арендаторами, проводится работа по рациональному лесопользованию. При этом заключается тысячи договоров аренды лесного хозяйства, лесных участков, заключаются договора с физическими лицами на использование ресурсов леса. Министерство экологии, природопользования лесного хозяйства Республики ежегодно в доход Российской Федерации приносит более 2 миллиардов рублей средств, рублей. Это очень серьезные показатели. Это говорит о том, что Департамент лесного хозяйства, лесничества выполняет плановые задачи по рациональному использованию лесов Республики Саха-Якутия. Согласитесь, серьезная сумма. 2 миллиарда рублей поступление в доход бюджета Российской Федерации. Это очень серьезная сумма. Кроме того, в последние годы проводится системная работа по восстановлению лесов. Это не только план заданий, который мы доводим до Якутлеса, до лесничества. В последние годы комплексно и системно проводится работа по компенсационному лесовосстановлению. Это новое направление в работе лесничек Республики Саха-Якутия. Особенно этот фронт работы удается и первопроходцами стали Ернгинское лесничество, Алданское лесничество и Якутское лесничество. При полном взаимодействии с недропользователями в рамках реализации федерального закона о компенсационном лесовосстановлении идет работа по плановым посадкам закрытой корневой системы. Это для нас новинка. Необходимо отметить, что в Республике Саха-Якутия нет до сих пор лесопитомников. Алексеем Сергеевичем Николаевым дано поручение правительству Республики Саха-Якутия запроектировать и создать проектный офис по лесопитомникам, который будет работать в Республике Саха-Якутия для восстановления лесного фонда. Кроме того, для создания семенных станций, для формирования будущих сеянцев и саженцев районированных видов деревьев Республики Саха-Якутия. Дорогие коллеги, мы должны освоить это направление, чтобы в будущем вопросы компенсационного лесовосстановления проводились планово. Вы знаете, есть очень большая потребность в сеянцах и саженцах в рамках реализации компенсационного лесовосстановления.
Дорогие друзья, в рамках национального проекта «Экология» проводится обновление лесопожарной техники. Объем финансирования ежегодный был порядка 80 миллионов, но при постановке вопроса Айсеном Сергеевичем Николаевым объем финансирования ежегодно у нас возрос до 200 миллионов долларов. Поступает современная техника. По заявкам Якутия-ресурса лесничество. Это в основном высокопроходимая техника, которая направляется ПХС, Якутия-ресурс и авиалесохраны. Уже встает вопрос по эксплуатации и содержанию этой техники. В следующем году план закупок мы планируем на порядок 200 миллионов. Опять же, техника будет закуплена. Программа работает еще 2 года. В этом году по инициативе правительства Республики Саха-Якутия Юрий Петрович Трутнев по отдельной программе выделяет гусеничную технику на базе ДТ-75, финансирование имеется в виду, чтобы эта техника поступила в целях охраны лесов от лесных пожаров. Кроме того, правительством Республики Саха-Якутия проведена очень серьезная работа Росрезервом Российской Федерации по поставке специализированной техники. Вы сегодня на выставке видели, часть техники уже поступила и находится здесь. Вот такая техника будет поступать за счет Росрезерва Российской Федерации. Дорогие друзья, в этот лесопожарный сезон с нами были плечо о плечо наши коллеги федеральных ПДПС и всех практически авиабаз Российской Федерации. С нами работали очень опытные летчики-наблюдатели, которые были прикомандированы с авиабаз соседних и центральных филиалов российской авиалесохраны. Эти ребята сейчас убыли места базирования, мы с ними прощались отдельно. Позвольте выразить слова благодарности нашим старшим коллегам, федеральным ПДПС, которые наравне с нашими региональными ПДПС отработали этот лесопожарный сезон. Коллеги, давайте поблагодарим. Отдельно слова благодарности региональной системе ЧС Летчикову Дмитрию Николаевичу, председателю Госком ОБЖ, который наравне со своими силами и средствами плечо о плечо стоял по защите населенных пунктов от лесных пожаров. Коллеги, Дмитрий Николаевич. Предлагаю почтить минутой памяти героически погибшего Зиничева Евгения Николаевича, генерала армии МЧС, который помог нам в самые тяжелые моменты, привлек силы и средства МЧС Российской Федерации, наши коллеги помогли нам рядом с нашей стихией, рядом с огненной стихией. Предлагаю почтить память Евгения Николаевича. Спасибо. Отдельные слова благодарности Сергею Кужегетовичу Шойгу, министру обороны Российской Федерации. Коллеги, в этом году работала очень мощная авиагруппировка Министерства обороны Российской Федерации, которая впервые в Республике Саха-Якутия была представлена самолетами типа Ил-76, водоследными сооружениями, Ми-8 военные Минобороны, которые помогали нашим бойцам в локализации и тушении лесных пожаров. Это существенная помощь. Эта помощь была оказана при обращении Айсена Сергеевича к Зиничеву Евгению Николаевичу и Сергею Кужегетовичу Шойгу. Отдельные слова благодарности мы приносим Дальневосточному Рослесхозу, который координировал наши действия, Федеральному Рослесхозу, Агафонову Александру Викторовичу, нашему координатору, куратору, и, конечно, нашему руководителю Советникову Ивану Васильевичу. Советниковым Иваном Васильевичем с Агафоновым Александром Викторовичем до сих пор находимся на связи. Они всем просили передать, коллеги, слова благодарности и поздравления с профессиональным праздником. Вчера прошло
Всероссийское совещание работников лесного хозяйства проводил Козлов Александр Александрович, федеральный министр, а также советников Иван Васильевич. В целом проанализировали уходящий сезон лесопожарный, выполненные работы по лесохозяйственным работам Российской Федерации. При этом также поставлены задачи на следующие годы. Отдельные протокола поручения Козлова Александра Александровича, Советникова Ивана Васильевича будут доведены до всех наших подразделений. Дорогие друзья, этот лесопожарный сезон был очень сложный. Но благодаря поддержке Трутнева Юрия Петровича, который неоднократно прибывал в Республику Саха-Якутия, Советникова Ивана Васильевича, мы координировали огромные силы Российской Федерации для борьбы с огнем. Вопрос борьбы с огненной стихией неоднократно рассматривался на уровне президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, принял все постановочные вопросы главы Республики Саха-Якутия, в том числе по совершенствованию и укреплению взаимоотношений финансовых, организационно-технических в сфере лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Мы на пороге создания лесопожарного центра на территории Республики Саха-Якутия. Такой центр в прошлом году был создан в Красноярском крае. Дорогие друзья, здесь стоят ребята, парашютисты, десантники, трактористы, машинисты, лесничие, лесопатологи, весь наш актив. Я хочу отметить еще следующий момент. Новинка этого сезона – это лесопатологические обследования и подавление очагов сибирского шелкопряда, которые при поддержке Советникова Ивана Васильевича и Айсена Сергеевича впервые масштабно проведены на 3 лесничествах – Хангаласском, Нарвском и Якутском лесничествах. Мы с вами успешно провели работу по подавлению очагов сибирского шелкопряда. Контрольные замеры показали эффективность подавления до 98%. Мы справились с этой задачей. Я поздравляю лесопатологов и Рослесзащиту. По решению оперативного штаба Рослесхоза работу по подавлению очагов сибирского шелкопряда в 2023 году будем продолжать. Планово закладываем средства для проведения этого вида мероприятий. Это очень здорово, это радует. Дорогие друзья, успехов, конечно, очень много. Но, к сожалению, критическое отношение общества, период самых тяжелых моментов, вот, период пожаров, конечно, не может перечеркнуть все наши заслуги. Посмотрите друг на друга. Вот здесь сидят настоящие герои, люди, которые отстояли огненную смену, стояли лицом к огню. Никто не ушел с кромки огня, полностью ликвидировав огонь, огненную стихию, вы вышли в общество. Надо всем нашим недоброжелателям сказать четко, чтобы не вмешивались в работу лесного хозяйства. Доброе слово мы воспримем, совет добрый мы воспримем, но с критикой, ребята, проходите лес. Наше общество, общество лесоводов, лесников, работает более 80 лет в Республике Саха-Якутия. Такого сплоченного общества нигде нет. Здесь сидят очень опытные, компетентные специалисты. И никогда не позволяйте критиканам, которые находятся у дивана, у экрана телевизора, критиковать вашу работу. Эти люди с лопатой в кромке огня не стояли и не имеют права критиковать нашего машиниста, нашего десантника, нашего руководителя тушения лесных пожаров. Коллеги, не позволим? Нет. Дорогие друзья, выражаю благодарность от имени руководства Министерства экологии и природопользования лесного хозяйства. Мы с вами самый тяжелый сезон были бок о бок, плечо к плечу. С вами стояли у кромки огня, бывали на отдаленных лесничествах,
И мы знаем, что вы думаете, какие тяготы несете, какие задачи решаете. Дорогие друзья, желаю крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, удачи и успехов. С праздником! Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства за многолетний добросовестный труд в лесном хозяйстве, большой личный вклад в сохранение и приумножение лесных богатств России наградить ведомственными нагрудными знаками отличия почетный работник лесного хозяйства Терентьеву Агнию Егорову, мастера леса Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия Сунтарское лесничество. Осечка Александра Анатольевича, начальника отдела лесоустройства, лесного планирования и проектирования Якутского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Рослесинфо. Наградить ведомственными знаками отличия за сбережение и приумножение лесных богатств России Егорова Петра Леонидовича, десантника пожарного Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутская база авиационной охраны лесов. Винокурова Петра Михайловича, инженера по охране и защите леса второй категории, Никона-Кандаласского филиала Государственного охранного учреждения Республики Саха-Якутия, Якут лесресурс. Максимова Владимира Михайловича, инженера второй категории, участка лесного планирования и проектирования, отдела лесоустройства, лесного планирования и проектирования, Якутского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Рослесинфо. Наградить почетными грамотами Федерального агентства лесного хозяйства Баженова Петра Павловича, директора филиала, начальника лесопожарной станции и Юринского филиала Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия Якут лесресурс. Бачьева Василия Афанасьевича, начальника региональной диспетчерской службы Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутская база авиационной охраны лесов. Юрия Афанасьевича, командира авиационного звена Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутская база авиационной охраны лесов. Козлову Валентину Федоровну, заместителя начальника по экономике и финансам Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутская база авиационной охраны лесов. Елену Юрьевну, ведущего бухгалтера Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутская база авиационной охраны лесов. Слепцова Александра Ставровича, старшего государственного инспектора Департамента лесного надзора и охраны лесов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Руководитель Рослесхоза Иван Советников. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в дело сбережения и приумножения лесных богатств Российской Федерации
и в честь 90-летия со дня образования авиационной охраны лесов России вручить благодарственное письмо Федерального бюджетного учреждения «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесохрана» Гагарину Сергею Александровичу, ветерану государственного бюджетного учреждения Республики Якутия, Якутская база авиационной охраны лесов. Начальник Центральной базы авиационной охраны лесов Николай Кривошеев. Дорогие друзья, я забыл поблагодарить Кривошеева Николая Павловича, начальника Центральной федеральной авиалесохраны. Давайте поблагодарим Николая Павловича. Слово предоставляется заслуженному работнику народного хозяйства, ветерану лесного хозяйства Вячеславу Степановичу Олесову. Добрый день, уважаемые коллеги, Арсений Сергеевич, Дмитрий Дмитриевич, Сахамин Миланович и коллеги. Разрешите вас всех поздравить с окончанием этого бурного, неблагоприятного пожароопасного сезона, этой войны с огненной стихией в наших лесах, небывалых размеров, так скажем, да, это порядка 9 миллионов гектаров леса мы, как говорится, на нет потеряли. Нет у природы плохой погоды. Мы знаем, что по Российской Федерации везде идут у нас катаклизмы, то наводнения, то пожары. И они продолжаются еще и вне, на земном шаре везде. И Калифорния горит, и Турция горела, где там помогали наши российские вертолеты, самолеты, так говорить. Сегодня в преддверии Дня работника леса я с особым вдохновением еще раз выражаю вам благодарность за то, что вы есть, не изменили однажды избранной профессии лесовода. И я смотрю, сегодня есть у нас и молодая поросль, которая уже получает награды с высокой трибуны. Я полагаю, что дело наше правое, и победа будет за нами. И нынешнее лето все-таки показало то, что насколько мы способны сплотиться со своим местным населением. Наш глава республики собственноручно бывал везде, в местах горения лесных пожаров, и это меня очень вдохновляет, что обратили большое внимание работникам лесного хозяйства и его проблемам. О людях леса, о проблемах леса много сказано, но основоположником всех этих бед наших все-таки, я бы сегодня сказал, являются законы. Законы, принятые, не во благо лесных ресурсов, не во благо нашего зеленого друга. Это Лесной кодекс Российской Федерации, принятый в 2007 году, хотя леса являются федеральной собственностью, а глава республики должен там статьей тушить лесные пожары, не дай бог там что-то допустить, горимость в этих населенных пунктах и объектов жизнеобеспечения человека. То, что случилось, конечно, нынче, это большие ветры, и то, что в Бескюле сегодня восстанавливается, это нас тоже как-то смотрим. Не за горами выпадение снега, это в Алданском, в Неленгринском районе уже выпал снег, и думаю, что вот это будет последовать и долгой холодной зимой. Мы не будем, как в прошлые разы, зализывать раны, да? Искать кредиторскую задолженность прошлых лет. Это тоже меня, как старого лесовода, вдохновляет очень. И полагаю, что здесь прямое воздействие руководства нашей страны позволит улучшить наши эти мероприятия по созданию лесопожарных структур. Но все-таки я хочу, наверное, сегодня надо сказать, хорошо, мы восстановим численность лесников, кордонов лесников, авиалесопожарные службы, парашютистов, пожарных, но
тем не менее, хотел бы я все-таки еще раз сегодня отметить, нам надо восстановить, Александр Сергеевич, малую авиацию. И места базировки малой авиации, а не работать с Магана, как мы нынче работаем. Бочку ГСМ везли, Бердянск бросили, и кончается ГСМ, надо лететь обратно. А ведь раньше работали вертолеты, самолеты по кромке лесных пожаров. И на кордоны лесника летчик-наблюдатель бросал вымпел. Вымпел о том, что он уже высадил 7 человек в авиационной зоне, никаких этих не надо помощи, никого беспокоить. Огонь обнаружен на 0,2 и на 0,7 уже к вечеру доклад идет, что он потушен. А сегодня у нас такого не происходит. Ну и очередность предоставления летательных аппаратов тоже меня очень обескураживает. Это же надо, вот даже когда мою бытность было, уже в 4-ю очередь давали летательный аппарат после всех твоих этих. На 0,2 Вьетнам обнаружил, пока выделили в 4-ю очередь летательный аппарат, огонь разошелся на 1000 гектаров. Ну что после этого говорить, как работать, как решить? Ну, думаю, что все наши беды каким-то образом учтутся. И 2 закона Российской Федерации должны новой государственной думой приняться совершенно, однозначно. Это Лесной кодекс Российской Федерации и закон о недрах. Ведь закон о недрах, если глубоко почитать, то это касается наших этих дел. Оказывается, наша лиственница сибирская растет в недрах, корневая его система, хотя она достигает 2 метров. Там прописано, что как разгребешь вот эту подстилку, там уже начинает. На глубине озер тоже карась носом копнет, все, это недра. На вершине каменистой россыпи биолог чиркнул киркой, недра. Но это где видно это так. Я полагаю, что мы все должны каким-то образом изменить законодательство, участвовать нашему парламенту, новой Государственной Думе, чтобы вот эти законы были приняты. Сегодня уже геологического обследования нет. Сахамин Миланович нас похвалил, что да, мы действительно уже Якутлесресурсы, те объемы, которые выделяются средства из федерального бюджета, мы устроили лесные ресурсы. Но я бы хотел сказать следующее. Лесопользование это никакое у нас в нашей республике. Раньше республика, имея производственное объединение Якутлес, отгружала за океан до 5 миллионов кубов леса. Если топляки, конечно. И тоже закон запретил сплав леса проводить. Я полагаю, Сахамин Миланович, мы могли бы малыми этими после схода льда протаскивать наши северные районы костромичами до 17 тысяч кубометров леса. Есть у нас лес, можно рубить без ущерба экологии, природопользованию до 30 миллионов ежегодно, а мы только изучаем пока. А ведь сколько-то на процентов у нас 3% было при мне уже, когда я завершал работу, сейчас 1%, 300 тысяч заготавливаем, то это местное население на свои внутренние нужды. Мы исчезли куда-то все вот эти лесопромышленники, их лесозаготовительная техника. Сегодня Юрий Петрович Крупнев вспомнил о лесорубочном билете в своем выступлении. Он же основоположник этого лесного кодекса вместе с Грефом, вместе с Джаплином. Он нам не помогает работать, этот лесной кодекс. Его надо конкретно пересмотреть. И пользу нашей охраны и защиты лесов, лесопользования, лесоустройства. Я думаю, что это углядели, но основного момента-то не наблюдается. Обучение, я полагаю, что надо вот этих молодых ребят сегодня с республики обучать в Санкт-Петербурге, в Красноярске, чтобы они, получив высшее образование, имели еще социальную поддержку здесь. Мы, к сожалению, не имеем возможности предоставить им жилье. Человеку с высшим образованием, который бы мог работать во благо зеленых наших лесных ресурсов. И следующее, то, что раньше, я не буду сегодня вспоминать все
ветераны помнят, сколько было построено жилья с лесным хозяйством. Ну и в мою бытность даже мы имели возможность собственными силами построить 7 лесхозов, контор лесхозов. Ну они сегодня тоже устаревают, как и мы, ветераны. Мы же не родились пенсионерами, а стали ими в течение вот этих 41 года, я в частности. Сангулану Поликарповну тоже надо сказать, что боевая соратница, рядом мы начинали с 94 года. И нас вот не вспомнить сегодня нельзя Варваре Михайловне Устиновой. Это единственная женщина в Российской Федерации, да, лесовоз, которая стала героем труда России. Давайте мы похлопаем. И тогда мы будем только вот, вдохновляться и трудовыми их подвигами восхваляться. Ну, в завершение разрешите вас всех поздравить с этим замечательным праздником, учрежденным 55 лет тому назад, в 1966 году. Это пленум Верховного Совета тогдашнего Советского Союза учредил вот этот праздник всероссийский. Я думаю, что он увидел свет сегодня. Но не бывало, я думаю, чувство вдохновения чувствует сам глава республики, присутствует правительство, министерство и ведомство, которые участвовали во всех этих наших трудных вопросах тушения лесных пожаров. Дорогие друзья, нет у природы действительно плохой погоды, пожары были, есть и будут. А следующий год мы должны встречать. Меня немножко вдохновляет Сахамин Миланович, что уже предусматриваются средства на приобретение техники. Но ни в коем случае не берите тяжелую технику. Моя просьба просто. В 80-м году 2 танка затащили мы в Ленский район, они до сих пор там утонули, и мы не могли вытащить катапильтерами, приглашенными волматников с Мирного. Вот какие были дела. Поэтому надо вездеходы, плуги простые, ПКЛ-70. Надо мной смеялись красноярские лесоводы, когда я руководил. Говорят: Вячеслав Степанович, ты с 75-м и плугом ПКЛ-70 там слушай. Смешно. Самый лучший трактор, самый лучший плуг, это значит ПКЛ-70. Согласны со мной, коллеги? Грузометы тоже нужны. Они могут и верховые пожары получить. Надо использовать взрывчатку, я полагаю, в полной силе. А сейчас сегодня нельзя. Наших людей, оказывается, даже засуживают. Используем в этом году взрывчатку. Не, я полагаю, начало ищи, оно должно увидеть эту. В каменистых местах, как там лопатой волонтеров пошлете тушить лесные пожары. Поэтому мы на правильном пути. Это порядок хранения, да, перевозки вот этих взрывчатых веществ мы не могли тогда решать. И это не наша вина, а вина законодателя, который запрещал все эти моменты. Это очень порядочные моменты, да, использовать взрывчатые вещества, значит, в гористой местности и болотистых этих. Использовать надо вездеходы, вот эти ВП-147. Не буду я говорить, что было раньше. Дорогие друзья, неслыханно рад вас видеть, огнеборцев, получивших награды за этот чудесный, прекрасный день с рук, главы нашей республики, с рук министра лесного хозяйства, я так буду говорить, коротко я всегда говорю. Разрешите всех награжденных поздравить с этим, с вашими наградами, заслуженными, и всех вот этим замечательным нашим праздником, Днем работника леса, счастья, здоровья вам, трудовых успехов, победа будет! Вас приветствует солист симфонического хора филармонии Якутии Леонид Анциферов. Слова Сергея Гребенникова и Николая Добронравова. Музыка Александры Пахмутовой. Главное, ребята, сердцем не стареть.
бывший работник лесного хозяйства, как вы все понимаете, работников лесного хозяйства бывших не бывает. Спасибо большое. Я очень рад видеть здесь знакомые лица, я очень рад видеть здесь и незнакомые лица. Я очень рад, что лесное хозяйство нашей родной республики, родной Якутии все-таки процветает. И я желаю вам всем удачи, счастья, здоровья, успехов в вашем нелегком труде. Душой я всегда с вами. Спасибо. Дорогие друзья, на этом торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса, завершается. Мы желаем вам и вашим близким мира и счастья.